Благодарим партнеров проекта Челябинвестбанк и сеть аптек «Классика». Хайрлы күн! Сегодня мы с вами находимся на втором этапе спортивного конкурса. Тверже скалы, быстрее ветра, стремительнее воды и ярче, чем огонь. В этом году наш конкурс «Тотар Фазы» посвящен 4 стихиям. Сегодня мы узнаем, смогут ли преодолеть наши участницы силу земного притяжения. В общем, желаем им успеха. Кызлар, оңышлар тілейбіз сізге. Смотрите в следующем выпуске программы. Можно ли в спортивном зале покорить все 4 стихии? Участницы проекта поднимаются в воздух. Самый гламурный приз от самого сильного человека России. Кому достались гантели со стразами? И, наконец, имя абсолютной чемпионки первенства. Бег, прыжки в длину, отжимания. Участницы проекта уже доказали, они на многое способны. Но спортивный марафон продолжается. На очереди еще одна дисциплина. Так нелюбимое многими упражнение на пресс. На старт, внимание, марш! Давай! 32, 33. Судьи безжалостные, засчитывают лишь те попытки, которые выполнены без ошибок. Наш главный рефери подбадривает участниц. Думаю, пресс кубиками вам обеспечен сегодня вечером. Ну, может быть, завтра утром. Мы видим героиню, как мне подсказали, первого этапа. С травмой колена продолжает бороться. Они боролись из последних сил, и кажется, что с каждым криком болельщиков двигались все быстрее и быстрее. Осталось ровно 20 секунд. С результатом 46 раз победу одержала Лилия Нуруддинова. Она уверена, деревенской девушке даже самое сложное испытание нипочем. У меня у родителей есть своя скотина, грубо говоря, и по полю мы бегаем. Ну, будет у вас тут мозоль, не подумайте. Чем дальше, тем веселее. Участницы словно забыли про усталость. Как вы считаете, сколько раз за 1 минуту хрупкая девушка поднимет 8-килограммовую гирю? Ответ вас наверняка удивит. Пять, 4, 3, 2, 1, стоп! Лучший результат у Равили Хайрзамановой – 58 раз. То есть всего за 1 минуту она подняла груз общим весом 464 килограмма. Ничего не скажешь. Тяжелая победа. А теперь вперед, к звездам! Кто из нас в школе не лазал по канату? А кто хоть раз в жизни смог добраться до заветной высоты? Уверен, таких найдется немного. И для наших участниц это испытание стало, пожалуй, самым сложным. Смотрите, учитесь! Многие спортсменки сдавались буквально на последних метрах, когда до победы было рукой подать. На высоте очень страшно, поэтому до конца не стала забираться. Мама еще боится, говорит, спускайся вниз. Вот я вниз полезла обратно. Подняться под купол спортивной арены удалось лишь нескольким участницам. Но радости спортсменок и болельщиков не было предела. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это да! Ничего себе!
Даже те, кто так и не смогли преодолеть силу земного притяжения, не расстроились, ведь в нашем конкурсе, как на Олимпиаде, важна не только победа, но и участие. Руфина, нендей сынау синең өчен бүген иң авыр булды? Мен бүгін бірінші мәртебе канатқа міндім. Шуңа күрә бик авыр сынау булды канатқа мінген. Итак, соревнования завершились, и нам осталось лишь узнать имена победителей. Ну а сейчас нас с вами ожидает самое интересное, а именно церемония награждения. Судья соревнований, самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин, приготовил для участниц специальный приз. Кому же достанутся эти гламурные гантельки, узнаем через пару минут. Торжественное построение, самые главные и самые волнительные минуты. Каждая из них достойна награды. Девушки доказали, настоящая татарочка никогда не будет пасовать перед трудностями. Сегодня девчонок мы увидели, что они с этими трудностями справились все замечательно. Даже гири, насколько это был мужской вид спорта, казались в их руках просто какими-то пушинками. Церемония награждения началась с подарка от болельщиков. На то, чтобы танцевать, силы еще остались. Лучшей группой поддержки, по мнению судей, стала команда Нафисы Гареевой во главе с ее младшей сестренкой. Поздравляем победителей! На пьедестал почета поднимались все, кто в этот день показал лучшие результаты. Эксклюзивные гантели со стразами от Эльбруса Нигматуллина достались Камиле Кулдыбаевой за волю к победе. Приз лично от меня, вот эти гантели со стразами, они очень тяжелые, по 10 килограмм каждая. Камила, пользуйся, занимайся, и пусть это будет не последняя твоя победа. Молодец. Эта победа действительно была не последней. Именно Камила стала абсолютной чемпионкой первенства. Камила, ну ты рада тому, что ты стала абсолютной чемпионкой нашего спортивного этапа? Я просто счастлива, когда я оказалась на первом месте, и я вижу свою группу поддержки, и они все кричат, ты лучше, я просто взлетела. И потом меня еще подкидывали, еще раз полетала. Я очень счастлива, я этим горжусь, я к этому стремилась, и у меня получилось. Я очень счастлива. Воля к победе, стремление двигаться вперед, честное соперничество, умение бороться до конца. Все это увидели жюри и зрители проекта. Молодцы, татарочки, так держать! На сегодня все. Конкурс завершился. Имена победителей известны. Зульфия, но мы еще не знаем, кто у нас победил по итогам интернет-голосования, а оно сейчас в самом разгаре. Более 20 тысяч человек отдали свой голос на сайте tatarочка74.ru. Если тебя нет среди них, торопись, ведь им важен каждый голос. Зульфия убедила. Вот сейчас передача закончится, пойду и проголосую. Значит, пора прощаться. Сау булыгыз. Исән сау булыгыз. Смотрите в следующем выпуске нашей программы. Главный праздник лета – Сабантуй. Что пожелал татарочкам глава региона? Всем удачи! Удачи вам! Победы! Встреча с первой победительницей конкурса. Эльза Галямова раскрывает все секреты. Конкурска тиклем үземне татар икәнне белеп, танып яши идем. Менә үзебезнең халкыбыз өчен горурлык хисе юк иде. Конкурстан соң үземнең татарлыгыма бик горурмын. Кто покинет проект, а кто продолжит борьбу за титул самой красивой и талантливой татарочки? Смотрите нас каждую среду и субботу на телеканале ОТВ.